А вот событие, которое без преувеличения можно увидеть в Башкортостане только раз в году – заход туристических теплоходов. Четырехпалубные круизные лайнеры могут причаливать к башкирской столице только по весне, когда реки полноводны и не пошли на спад. И в этом плане Башкортостан для туристов – настоящий эксклюзив, говорят члены экипажей. Только за прошлый год по волнам Белой Уфу посетили около 4000 человек. Столь высокий наплыв отмечают в последние 5 лет. С чем это связано и о планах по развитию речного транспорта расскажет Артур Шамсудинов. Вот что значит с корабля на бал. Едва туристы сошли с теплохода, как тут же пускаются в пляс. Знакомство с башкирской культурой для гостей организовали прямо на причале. Я из Москвы. Мы в Уфе в первый раз, я и моя подруга. Мы специально выбрали этот тур для того, чтобы посмотреть Уфу и проплыть по реке Белая. Красоты Башкирии и река прекрасная. Все так у вас ухожено. Ну, мы как бы видели с теплохода, но тем не менее. Впрочем, и те, кто уже был в Башкортостане, все равно открыли для себя много нового. Все-таки с палубы теплохода и республика выглядит совсем иначе. 100 раз были в Башкирии. Лет 30 уже к вам несколько раз в год приезжаем в Башкортостан. На лыжах кататься, на сплавы, просто туризм по горным этим, да, тропам всяким. Ну, часто приезжали. А вот так захотелось именно реки ваши посмотреть. Агидель. Всегда проезжали раньше через город, а последние годы по объездной. Вот я очень хочу посмотреть Уфу как исторический город. Вот моя мечта сегодня должна осуществиться. Теплоход «Виссарион-Белинский» – самый крупный четырехпалубник, посещающий Уфимскую гавань в этом сезоне. Чуть меньше – Александр Пушкин. Остальные суда с 3 палубами. Николай Некрасов, Александр Бенуа и Михаил Кутузов. У туристов насыщенная программа. Только существует 1 или максимум 2 рейса сюда, потому что по высокой воде. И вот мы в прошлом году специально купили, чтобы посмотреть город. Уфу никогда не были. То есть как бы целенаправленно ехали прямо сюда. Как говорят члены экипажа водных судов, путь к Уфе непростой. Для сравнения, если у Волги ширина судового хода 150 метров, на Белой в 2,5 раза меньше. Река извилистая и с крутыми поворотами. Чтобы теплоходы преодолели этот участок без происшествий, в навигации помогают местные капитаны, знающие все нюансы. Столь большой наплыв круизного транспорта на Белой можно увидеть только раз в год. Уфа – это на самом деле такой эксклюзив, куда можешь попасть только по весне, когда река полноводна, и 1 раз в год. То есть мы по весне можем прийти 1-2 корабля, может 3, только 1 раз. Активное включение Уфы в круизную карту началось после постройки причала на новой Уфимской набережной. С тех пор каждый год башкирскую столицу посещают новые теплоходы. В прошлый сезон было 20 туристических судов, включая пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим». Через Уфу сделать маршруты постоянными на всем протяжении навигации невозможно из-за недостаточной глубины рек. Но углублением мы занимаемся ежегодно. Увеличить этот маршрут вряд ли удастся, потому что в единую глубоководную систему река Белая входит только до устья реки Уфы. Выше река уже имеет другую категорию, глубина всего лишь 120-140 сантиметров. И, естественно, такие большие теплоходы, даже и меньшие теплоходы туда уже не пройдут. А вот до Уфы при проектных уровнях, в случае обеспечения проектных уровней, 2-метровых, то пассажирские теплоходы, чуть меньше, чем те, которые стоят сейчас на причале, они могут проходить в течение всей навигации. Вот надо обеспечить эту гарантированную 2-метровую глубину. У каждого лайнера свой график. Теплоходы заходят в Уфу на несколько часов или даже 2 дня, после чего следуют дальше по маршруту. Культурную программу для них готовят не только на берегу, но и в городе, проводя экскурсии по музеям, паркам, ресторанам с местной кухней. А также экскурсии с посещением пасеки, ипподрома Акбузат, оранжереи. То есть мы с разных сторон все знаковые точки города стараемся показать. В общей сложности только с этих 4 теплоходов в Башкортостан прибыли сотни туристов из разных регионов России. И для них республика стала настоящим открытием. Конечно, плавая по реке, можно увидеть далеко не все красоты, и многие из них пообещали вернуться сюда снова, чтобы узнать наш регион еще ближе. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Ильшат Казакулов. Итоги недели. Уфа.